Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске работница турагентства осуждена за целый ряд мошенничеств. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 35-летняя местная жительница обвиняется в совершении 8 преступлений. В 2018 году, являясь турагентом, она заключила с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта в Республике Вьетнам, Доминикана, Королевство Таиланд, Китайскую Народную Республику. После оплаты туров она выдавала покупателям фиктивные документы: недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Потерпевшие узнавали об обмане в аэропортах вылета, в том числе в городе Москве. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Часть причиненного ущерба возмещена. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, возложив ряд обязанностей. Также судом удовлетворены исковые требования 6 потерпевших на общую сумму более 1 миллиона рублей в счет возмещения материального и морального вреда. В Сунтарском районе за оскорбление в социальных сетях женщина привлечена к административной ответственности. По сообщению прокуратуры, местная жительница заявила об оскорблении. Знакомая выложила на личной странице в Инстаграме информацию оскорбительного содержания с применением неприличных слов и выражений, унижающих честь и достоинство заявительницы. В ходе проверки женщина признала вину, раскаялась, и с учетом примирения с потерпевшей ей назначено наказание в виде предупреждения. В попытке кражи 200 тысяч рублей подозревается бывшая супруга. Полицейским города Нерюнгри пришлось разбираться в конфликтной ситуации между бывшими супругами. Мужчина сообщил, что неизвестный пытался украсть деньги с его счета с помощью приложения «Мобильный банк». Полицейские выяснили, что к манипуляциям со счетом потерпевшего причастна его 25-летняя бывшая супруга. В тот день мужчина пришел навестить ребенка. В это время его бывшая жена, мать их совместного ребенка, воспользовалась его сим-картой и пыталась перевести деньги на свой счет, однако допустила ошибку в операции, и деньги вернулись на счет бывшего супруга. Свои действия женщина попыталась оправдать тем, что бывший муж не оказывает ей и ребенку материальной поддержки. Однако позиция бывшего супруга оказалась принципиальной, и в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». В Вилюйском районе раскрыта кража электродов стоимостью 350 тысяч рублей. О краже сообщил хозяин склада, с которого было похищено 24 коробки с электродами. Вес каждой коробки превышает 20 килограммов. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Минуя камеры видеонаблюдения, он проникал ночью на территорию склада. Слабо защищенные окна позволяли беспрепятственно заходить внутрь. Похитив ящики, мужчина загружал их в свой автомобиль. 24 коробки подозреваемый похитил в 2 заезда. Все украденное вор успел продать. Участники антиправительственных протестов в Тиране забросали бутылками с горючей смесью здание правительства и парламента Албании. Сторонники оппозиции требуют отставки премьер-министра, проведения досрочных выборов. Они полагают, что нынешние власти тормозят продвижение страны по пути европейской интеграции, рассказывает Сергей Берец. Акции протеста албанской оппозиции становятся все более бурными. Они не прекращаются с тех пор, как депутаты от Демократической партии покинули парламент и перенесли свою деятельность на улицы. В субботу их сторонники забросали коктейлями Молотова вход в канцелярию премьер-министра Эди Рамы и здание Народного собрания. Десятки полицейских, охранявших органы власти, и несколько участников беспорядков получили травмы. Правоохранители применили против наиболее буйных манифестантов слезоточивый газ и водометы. Толпа собралась также у полицейского управления Тираны с требованием освободить задержанного функционера Демократической партии. Противники нынешних властей Албании требуют отставки кабинета Рамы, которого обвиняют в коррупции, и требуют досрочных выборов. Результаты голосования 2017 года они считают подтасованными. Лидер Демократической партии Лолзим Баша, выражая мнение единомышленников, заявил собравшимся, что премьер блокирует путь Албании в Европу и поэтому должен уйти. Евросоюз и Соединенные Штаты признают легитимность действующего правительства. Они призывают оппозицию вернуться в парламент и готовиться к муниципальным выборам 30 июня. Как ожидается, через 2 месяца государства Евросоюза примут решение о том, начинать ли переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.